ключи, самое грамотное, правильно задавать вопрос, который вам необходим. Потому что стоит только поменять немножко вопросную систему, всем другие выскакивают файлы и так далее. Вы должны четко вот обращать внимание. Но самое главное еще, сейчас идет очень большая борьба с плагиатом, надо обязательно запоминать, где вы что взяли, чтобы потом не было никаких проблем. Вот посмотрите, вот эта карта 19 века. Карта в учебнике, в французском учебнике. Посмотрите. Вот это тоже можно отдельно рассмотреть вопрос, как работать с такой картой. Обратите внимание, как изображена Россия. Да, на карте посмотрите. Там, во-первых, и кричат, что связано с медведем, показан там и император наш, посмотрите, да, и как изображены другие страны. Вот как раз это тот момент, как нас воспринимают другие страны мира. Мы же всегда находимся в состоянии изоляции. У нас всегда враги. Сейчас самый главный враг это вот, те, которые не допустили допинг, который наших спортсменов на Олимпиаду, да, в принципе, хотя по большому счету всегда у нас есть вот, санкции и так далее придуманы. Вот, посмотрите, это 19 век карта, которая была, сейчас она в учебниках европейских стран. Это вот картинка, очень интересная картинка, с которой можно поработать. Как набрать немножко больше этой карты? А вот так карта мира. Но я вам могу эту карту скинуть, то, что все это. Часть из них чисто случайно попала ко мне. Вот посмотрите, глава из учебника, тоже, который формирует вот нашу политкорректность и толерантность. Глава 5, это учебник по туризму. Беларуси, туризм в Беларуси. Посмотрите. Как известный исторический источник, еще в древности наши далекие предки совершали путешествия в другие страны. Так отряд Кривича составил дружин киевских князей, ходил в Царьград, то есть Византийскую империю, что нашло отражение в летописи. Смотрите, военные действия сейчас сравнивают с туризмом. То есть учебник это уже не политкорректен. Туризм это что? Путешествие. Туризм это путешествие в свое удовольствие. Да. Военные действия, вот, отряды Кривичи, туризм назвать мы не можем. Поэтому второй момент, который я вам обращаю внимание, внимательно читать текст учебника. Соотносить текст учебника с тем, о чем вы думаете, потому что не всегда. Вот смотрите, это учебник, страница 198, учебника по истории туризма, вузовский учебник. Вузовский учебник. Вот тебе, пожалуйста, современный ребенок прочитает учебник и решит, о, все были туристами. Чингисхан тоже был великий турист, получается. Ну, в таком-то случае, правильно? Так, вот карикатура мне понравилась, я хочу везде использовать. Посмотрите, да, через какое-то время учитель будет показывать, это книга, потому что мы настолько привыкли, вот сейчас у нас цифровое пространство, цифровая школа, это замечательно. Очень большой проект, кстати, в Министерстве образования идет по цифровому пространству. Вы тоже обратите внимание, и надо его использовать. Никто ничего не говорит, потому что я еще раз говорю, что интернет, но то, что книга скоро станет, потому что сейчас очень многие, кстати, понимают, что две вещи понимает современная молодежь, что скоро станет изучить работу вот так с преподавателем тет-а-тет, за это будут платить большие деньги, и не каждый себе может позволить, потому что все перейдет в дистанционное обучение. То есть сейчас к этому идет. Потому что и вот вышестоящие нам вузы говорят о том, что давайте, вы, говорит, это, переходить на дистанционное обучение. Реально, вот мы сейчас тоже с Вадимом хотим это все раскручивать, у нас пока медленно получается, но с другой стороны получается вот система. И то же самое будет, что книгу будет читать только тот, кто эстет такой, чтобы перевернули шуршащие странички, чтобы это все как-то было по-другому, да. Поэтому вот это тоже книга, она становится раритетом. Вот это просто картинка для... Так, вот еще одна картинка. Посмотрите, задача в школе. Вот это уже про то, что какие задачи мы все-таки с вами строим в учебном процессе. Коля и Толя влюбились в Олю и стали тянуть в разные стороны. Коля тянет за ноги силы 115 ньютонов, а Толя за руки силы 110 ньютонов. Вычислите, к чему равно 10 этих сил, и узнайте, как будет двигаться Оля, вперед ногами или головой. Задача по физике. Это точно. Это реальная задача, взятая из этого. Возмущенная родительница сфотографировала и, как сказать, дочь сфотографировала, что родитель разместила в сети. И говорит, чему можно учить, когда они будут делить там пополам еще. Ну, представляете, да? Вот это опять тоже из того, что попытались создать практикоориентированную задачу, а получилось то, что, в общем-то, для... А дети такую задачу решают, потому что вот это решение задач, это тоже один из моментов, который формирует умственный и воспитательный момент несет в сторону. Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти,
Он же не сразу стал уничтожать евреев. Это был очень длительный процесс. В течение 5 лет, потихоньку, к 1937 году, простой обыватель немецкий свыкся с мыслью, что евреи это другие. Потому что если бы сразу в 1937 году создали вот эти отдельные, как это было называется? Нет, вот эти, где они жили, создали бы гетто, нормальный немец сказал, вы что творите, это мой сосед. Потому что евреи, которые тогда жили в Германии, они уже были как немцы. Они еврейского языка не знали, они уже были немцами, соседями были. И их постепенно, сначала там запретили ходить по дорогам, потом запретили работать, потом запретили в школу ходить, тогда, потом нашли желтую звезду и так далее, и так далее. И когда постепенно происходило, обыватель уже привык, что они другие. Когда их согнали в гетто, особо никто не возмущался. Длительный процесс шел. А задачи, какие были в школьных математиках, в учебниках 1935 года, школьники, немецких учебников в школе было написано: миссис Шмидт такой-то нагрузил столько-то литров бензина, вылетел в сторону Варшавы, запятая, столицу европейского еврейства. Там разбомбил и вернулся назад. И какой-то вопрос. Представляете, на протяжении 5 лет ребенок решает задачу, где он внушает то, что евреи, их можно бомбить. Вот это тоже очень страшно. И вот здесь вот тоже, видите, смехом, но получается то, что мы такое небрежное отношение формируем к чему-то другому. Поэтому, когда вы формируете задачи и пытаетесь какие-то использовать интересные вещи, тоже внимательно подумайте и почитайте, пусть почитайте со стороны. Второе тоже из учебника, мне тоже очень понравился, в том плане, в кавычках я беру понравился, да, что это тоже совсем нетолерантно. Посмотрите. Викинги спасают женщин и ценности из горящих зданий, потому что все мужчины в деревне внезапно умерли. То есть после нашествия викингов внезапно они умерли. Учебник 5 класса, история. Вот тоже, вот здесь в этом отношении мы всегда должны понимать, что история это очень сложный предмет, вот как основа религиозной культуры светской этики, потому что там очень много морально-этических ценностей воспринимается. Морально-этические ценности в разные периоды, в разные века были немножко разные. Нельзя сравнивать человека 13 века и человека 21 века. Да, они были немножко разные по отношению к миру, к ощущениям там, и так далее. Но есть какие-то вещи, которые всегда были, что касается человеческой жизни. Вот, например, мы всегда сравниваем, всегда спрашивают, Россия все-таки Азия, Россия все-таки Евразия или все-таки Европа, да? То есть Европа или Азия, да? У нас же говорят Евразия или Азиопа, да? Потому что Россия в этом отношении непонятно что, потому что у нас очень много систем управления, как в азиатских странах. Отношение к собственным частным тоже как в азиатских странах. Но, с другой стороны, в России, в Советском Союзе, в России очень редко, когда ценилась человеческая жизнь, даже очень долго длилось крепостное право, да? В европейской системе к человеку относились уже как к человеку, начиная с 18-19 века. Это уже католицизм связан тоже с религиозными веяниями. Поэтому вот вам, пожалуйста, пример. Внезапно умерли. Это тоже, как сказать, когда мы говорим про это. Очень интересно. Вот та карикатура, за которую я вам ищу там. Посмотрите. Вот. То есть 2 разных женщины. Что думает, которая справа? Боже, она же закутана с головы до ног. Вот что с женщинами делает культура, в которой доминируют самцы. Вторая женщина. Боже, она практически голая. Вот что женщинам делает культура, в которой доминируют самцы. Думают одинаково. Просто вот она, разная ментальность, разное отношение к процессу. Поэтому, когда школьникам мы говорим о том, что религия это все-таки отношение к миру, это мировоззрение в первую очередь. Когда появилась религия, мы говорили о религиозном мировоззрении, тоже появляется вот появление религии очень сильно отдалило человечество от природы. Потому что он стал по-другому рассуждать, размышлять. И вот, пожалуйста, разные ментальности. Поэтому школьник начнет понимать о том, что все разное, это когда начнет понимать, что по-другому человек может думать. То есть вот это тоже один из характерных элементов. Ну и мне очень нравится еще одна, задание, которое, я все время студентам, вот, когда им даем это задание, они все выполняют, вот 100% выполнение заданий. Сделать биографию великого исторического деятеля, как ВКонтакте. Они вообще с удовольствием. Вот в прошлом 2 года подряд даем такое задание студентам. Они делают и в интернете, и делают вот так на листочке, потому что им очень интересно там в поиске, временно свободен, там, как там еще, в отношениях, да, какие там же, вот же пишут же они там, это же все же узнать надо, прочитать про человека, выбрать человека. Поэтому вот вам, пожалуйста, пример Никиты Заболоцкого, да, то есть одного из величайших писателей. Поэтому вот вам, то есть те формы, виды заданий, которые вы можете дать школьнику, соотнося с его
в том, в чем мы не совсем понимаем, а где вот школьник понимает. Ну и самое главное, вот мне очень нравится вот этот текст, который я хочу сейчас с него прямо начать нашу с вами лекцию. Посмотрите. «И сотворил школу так, как повелел им дьявол. Ребенок любит природу, поэтому замкнули в 4 стенах. Он не может сидеть без движения, и его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориями и идеями. Он любит говорить, ему приказали молчать. Он стремится понять, ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам искать знания, ему их дают в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться». Это Адольф Ферьер, начало 20 века, Швейцария. Со многим из того, что здесь сказано, можно согласиться. Потому что, вот смотрите, для вас, рабочих начальной школы, вы прекрасно понимаете, потому что приход в 1 класс – это огромный стресс для ребенка. Огромный стресс, который включает, во-первых, сейчас, с одной стороны, этот стресс немножко уменьшился. Почему? Потому что у нас сейчас какое образование? У нас дошкольное образование. В садике это не было образования. Сейчас по ВГОСу дошкольное образование, потом начальное образование, среднее и так далее. Дошкольное образование все идет подготовка к школе там, и так далее. Но с другой стороны, вот в американской системе, например, что мне нравится, вот такие там, мне не все в системе американской нравится, но у них есть такое понятие. Класс делится напополам, здесь парты, а там диванчики и так далее, и так далее. То есть, в принципе, он может встать, пойти заниматься этим. Представьте, у нас в школе ребенок встанет, пойдет там ляжет и так далее. Ведь при этом он все равно слушает вас, находится в вашем поле внимания, поэтому сейчас вот какую-то систему стараются думать. Сейчас появились такое понятие новой мебели для школы, который тоже предполагает вот не такое, вот, на сегодняшнем этапе я считаю, что вот такая рассадка, она не есть эффективная, позитивная, да? Самая эффективная рассадка, это, мне кажется, полукругом, да, вот как это круглый стол. Почему? Они друг друга видят же. Объединяет. Еще почему? Объединяет как-то всех. Правильно. Круглый стол, как правило, без углов, как-то более такая миролюбивая, такая доброжелательная и позитивная обстановка. А еще почему? Здесь, общение друг к другу, они... Мы тут... Глаза в глаза общение, да. да. Самое главное, когда ребенок начинает отвечать, вы поднимаете его, Да. он говорит кому-то в спину, и его видит тоже его спину. Каждый раз вы вызвать сюда его не можете успеть, потому что физически там, пока выйдет, пока там станет время отнимет. Поэтому вот в этом отношении я считаю, что сейчас вот это появление новой мебели, это тоже очень замечательно. Потому что сейчас уже появилось такое понятие эргономика класса, то есть уже, чтобы было удобно, комфортно, потому что все равно время меняется, жизнь движется вперед, и нам необходимо, конечно, научить ребенка находиться в 4 стенах с большим удовольствием, потому что если посчитать, сколько времени ребенок проводит в школе, да, это уже, конечно, можно будет хорошо понять. Вот это то, что я вам хотела показать. Так, теперь давайте рассуждать дальше. Значит, для нас очень важно понять, вот мы с вами говорим о том, что как это возможно использовать, да? Так, сейчас один еще момент посмотрим, который, вот я все время говорю о том, что скоро методика преподавания истории может быть замениться на предмет, который будет называться манипулирование сознанием учащихся. Потому что мы сейчас все время занимаемся манипулированием. Поэтому я хочу вам про манипулирование сказать, которое тоже вы должны понять. Ух ты! Что такое? А вот. Потому что мы можем это использовать в учебном процессе для работы F5, да, F5. Так, записали манипулирование и способы противостояния. Но это больше относится, конечно, к вам как к учителям, потому что четвероклассники, они противостоят манипулированию состоянием. Это вот старшеклассники, может быть, манипулирование. Как один из уровней восприятия окружающей действительности. И способ противостояния. Ну что такое манипулирование? Кто мне скажет? Управление. Так, то есть мы с вами должны понять, что такое манипулирование, различать степени манипулирования. Да, у манипулирования 4 задачи. Первая – это система методов и средств, которые влияют на массовое сознание отдельного человека. У манипулирования цель – это навязать свою идею, установки, стереотипы и ценности. То есть, по большому счету, когда был Советский Союз,
мощная система манипулирования сознанием была. Да, она была такая, мы назвали ее агитацией и пропагандой. Да? Сейчас это все маленько скрыто, так неявно, но оно существует и в системе средств массовой информации. Поэтому и люди принуждаются к каким-то действиям, подобно марионеткам, и порой совершают волю-действия вопреки воле и интересу человека той или иной группы. Посмотрите, насколько мы сейчас много видим всевозможных манипулятивных воздействий с точки зрения интернета и как ведут себя неадекватно дети. Самая страшная трагедия, которая была, это была в нашей республике Бурятия. Да? Вот мы же стали буквально на достаточном, на слуху всей России, когда в пятой школе пришло такое страшное ЧП. Страшное ЧП, я считаю. С этих пор мы можем считать, что профессия учителя стала не только, но она стала опасна для жизни. Это же не только уже у нас происходит, это же связано с манипулированием. Когда когда-то нам рассказывали, что такое происходит в американских школах, мы как-то не верили, относились к этому, это где-то не у нас. А теперь, когда коснулось лично нас, в республике Бурятия, это очень страшно, потому что сколько приезжали из Министерства образования, сейчас опять грозятся приехать. Но что же происходит под воздействием каких-то вещей? Поэтому мы должны научиться с этим бороться. Какие задачи манипулирования? Потому что мы здесь тоже манипулирование можем использовать и в своих позитивных целях, чтобы манипулировать сознанием школьника, четвероклассника. Ну, это, конечно, не совсем правильно, но, по крайней мере, использовать эти методики для того, чтобы мы могли достучаться до сердец школьников. Ну, во-первых, это управление волей, чувствами и настроениями, это очень хорошо умеют делать психологи, да? Программирование мысли, намерений, установок, скрытость предупреждений и сокрытие действенной информации. Вот это вот называется манипулирование. То есть управление волей, то есть это все происходит порой неосознанно для школьника, неосознанно для молодого подрастающего поколения, ну и даже для нас, например, для, как сказать, взрослых людей, которые буквально смотрят телевизор и все подряд передачи. Помните, было такое понятие о 25-м кадре, да? Когда, это еще в какие 80-е годы прошлого века, рекламодатели решили проверить, насколько, какая реклама эффективна. Они, значит, сделали этот художественный фильм, в 24 кадра, которые идут, в 25-й кадр включили кадр, который глаз нас не замечает. Включили кадр, где было написано «покупать такую-то зубную пасту». После фильма поставили 2 киоска, где зубная паста той фирмы, которую рекламировали, и зубная паста просто такая обыкновенная попала. И после фильма люди выходят, ну это, вы понимаете, в Америке было, после фильма люди выходят, и все подходят и покупают пасту. Их спрашивают, представляете, после фильма, казалось бы, там, зачем тебе зубная паста? А вот что-то надо, забыла, оказывается, дома, а что это не покупаешь? Ну не знаю, мне вот это больше нравится. То есть человек неосознанно, его никто, до этого мне даже мысли не было купить зубную пасту такой-то фирмы, а тут, когда у него 25-м кадре сработало, вот это тоже один из элементов манипулирования, когда мы не замечаем, а нам предлагают какие-то услуги определенные. Как правило, в манипулировании бывает 2, субъект и объект, да, то есть субъект то оказывает влияние, его поддерживает, это государство, как правило, это профессиональное сообщество, то-то другое. И объект, на кого оказывает воздействие, от кого ждут каких-то определенных поступков, ответ на манипулятивные действия. Манипулирование не обязательно может быть отрицательным, оно может и позитивным тоже быть. Когда мы говорим о том, что есть такие вещи, вы же прекрасно понимаете, что почему-то психология человека к плохому быстро привыкает. А хорошего надо добиваться очень долго. Вот, например, Солженицын же писал в своем романе о том, что когда его спросили, как вы пережили вот эти времена ГУЛАГа, он говорит, тот человек, который перестал по утрам чистить зубы, очень быстрее превращался в нечеловека. То есть есть какие-то механизмы, которые должны четко держать, вот, стержень иметь. Поэтому здесь тоже манипуляция позитивная может быть, да? Так. Угу. Ну, какие уровни есть манипуляционного воздействия, чтобы вы знали, да, для того, чтобы... Ой, Господи. Угу. Назад. Вот. Первое это... Вот уже есть установки, их все больше усилить. Вспомните, как это было в Советском Союзе. Фильмы какие были позитивные. Кубанские казаки, там, да, вот эти, они все несли такое достаточно серьезное позитивное отношение. Вот даже в годы войны, говорят, пересняли фильм о Чапаеве. Ну, Василий Иванович Чапаев, сейчас очень многие не знают, герой гражданской войны. Там же был фильм, и он там в реку заходил, и, ну, там непонятно. Утонул он, утонул. Так, да, сняли этот кадр, что там вот в реку вошел, и там будто он вышел. То есть необходима была какая-то такая позитивное отношение к процессу. Это тоже вот усиление существующих в сознании нужных установок и идеалов, частное изменение взглядов на то или иное событие, например, на политическую ситуацию, национальное отношение к конкретному явлению,
или коренное кардинальное изменение жизненных установок на основе сообщений драматических, необычных, новых данных сведений. Вот обратите внимание, что у нас на сегодняшний день девочка писала одна исследовательскую работу по контенту телевизионному. Она целый день, в будний день не пошла в школу и сидела, изучала все, каналы там переключала. Один день она НТВ смотрела, я не знаю, как она там изучала. В общем, у нее выборка достаточно была серьезная. И она обратила внимание, что все каналы, очень много фильмов таких, которые агрессивные, которые с этими, а НТ вообще все про это. И самые почему-то популярные сериалы, они почему-то оказались про полицию, про милицию. Да, вот это тоже почему-то, да, и как-то это тоже влияет на наши с вами отношения, на нашу с вами специфику. Поэтому вот это кардинальное изменение таких установок, оно должно тоже иметь место быть. Вот посмотрите, как реклама действует. Прием манипулирования, посмотрите. Да? Вот первое, это реклама будущего депутата про семью. Вот посмотрите, Жириновский, тоже превыше всего России. Сейчас у него просто, обратили внимание, да? ЛДПР и все. То есть уже все про него знают, же не обязательно там это и так далее. Вот, или вот тоже реклама, родиться мальчиком, не значит стать мужчиной. Тоже одна, да, вот эти. Поэтому если внимательно смотреть на рекламу, тоже может дать исследовательскую работу школьникам. Реклама, как мы ее представляем, и как она влияет на наше с вами влияние. Вот вам, пожалуйста, первое, это искажение информации, это использование значимых символов, вот здесь Россия прежде всего, и третье, это комплексы неполноценности. Вот прием манипулирования, на что они действуют. Немножко исказили информацию, немножко там, так, недалеко, это еще не в районе, да? Значимые символы использовали в процессе, и, конечно же, комплекс неполноценности, это срабатывает. Следующий прием манипулирования, посмотрите. Ссылка на авторитеты. Использование симпатии или антипатии. Вы обращали внимание, да, как о многих вещах говорят известные артисты, актеры, те, кого мы уважаем, да, их выставят, они какие-то вещи говорят, и мы уже уважительно к этому продукту относимся, да. Обобщение какое-нибудь, да, или создание яркого представительного образа, имиджа, да, который с нами у нас в ассоциации с вами воспринимается. Вот вам, пожалуйста, реклама самолета в виде ковров сделал, да, вот вторая картинка. А третья рекламирует Макдональдс. Девушка худенькая, изящная, но мы понимаем, Макдональдс что? Это вредная еда, по большому счету, конечно, не совсем здесь политкорректно это использование. Следующий прием манипулирования – это запугивание и формирование образа врага. Ты записался добровольцем, до сих пор она актуальна, очень была замечательная реклама, да? Эксклюзивность продукта, да? Это тоже очень важно. Забота об общем благе. Вот СПИД сегодня опасен, да, пожалуйста. Партия справедливости против банды казнокрадов. То есть это как раз забота об общем благе здесь пытается. Или все объединили все партии и выделяется эксклюзивно посередине ЛДПР, который носит свой эксклюзивный материал. Вот он, пожалуйста, прием манипулирования. Следующее – это навязывание стереотипов. Ограничение времени для решения. Быстро, что принимал решение, это очень важно, да? Частое повторение, потому что вот это все мы можем с вами использовать в учебном процессе. Когда мы с вами говорим, да? Частое повторение. Возвращение к этому с разных позиций, с новых точек зрения. Информационная перегрузка. Давай материал, где-то раз сделать обобщение, и на информационной перегрузке может произойти сдвиг в ту сторону, в которую нужно. Управление прошлым. Нацеленность на будущее. Вот надо изучать этот предмет, потому что в перспективе тебе это может пригодиться. Потому что современная школа очень практикоориентированная. Надо четко понимать, это им нужно за тем-то, за тем-то и за тем-то. Замена причинно-следственных связей на фиктивные. Использование чувств, любовь, жалость, доброта и так далее, да? И навязывание новой идентичности, то есть чтобы человек воспринимал себя уже с точки зрения новых процессов, которые происходят в жизни. Что самый важный элемент манипуляции? Это внушаемость, то есть готовность подчиниться или поддаться влиянию. Внушаемость бывает общая, ситуативная или групповая, то есть превращающая людей в толпу, да? Вот эта внушаемость, понятно, общем мы все там,
Да? Вот даже эффект плацебо от чего связан. Да? Мы говорим, вот эта таблетка всем помогает. Если есть внушаемость, таблетка может реально тебе помочь. Ситуативно это когда, например, в состоянии вот, какого-то страха, там, чего-то такого происходит, там, вам сказали, и вы начинаете ему доверять. Я каждый раз подвергаюсь такой ситуативной внушаемости в магазине, когда, да, начинают что-то покупать. И, например, очень хороший продавец начал что-то ворчал, что-то тебя окружало, и раз тебе вместо одной чего-то ты покупаешь, то, что вообще тебе никогда не было нужно. Потом ты приходишь, зачем купил, что купил, а тебе раз вот это, внушили ситуативно, ты уже пришел тратить деньги, а на что тебя уговорили, это уже зависит от твоей психики, да? Ну, групповая, это когда в толпе, там, когда происходят всякие вот такие действия, которые очень часто, вот, вспомните, как вот кто был в демонстрациях 1-7 ноября. Посмотрите, какое ощущение было. Хоть мы там долго ждали где-то, пока мы выйдем к этой демонстрации, хоть там это, ну, вот, само такой позитивный настрой, такое какое-то ощущение праздника, когда вот это громкое ура, вот создавало такое вот позитивное отношение. Такое же может создаться негативное в толпе. Факторы, способствующие повышению внушаемости. Ну, психические особенности человека, да? Вот на сегодняшний день очень много это может объяснить, многие явления могут объяснить, потому что, посмотрите, вот сейчас, когда сравнивают советское время и сегодняшнюю ситуацию, в советское время у школьника советского было мало свободного времени. Да? Вспомните. Во-первых, он всегда у него были уроки. У сельского школьника была еще масса этих дел во дворе, там дрова наколоть, дров принести и так далее, и так далее, и так далее. Потом были обязательно какие-то пионерские, комсомольские дела, которые всегда были заняты второй половиной дня. В 90-е годы мы это все тихо потеряли с распадом Советского Союза, и воспитательный аспект ушел из школы за пределы школы. И в такой ситуации появилась масса свободного времени. У городских вообще сейчас чем заниматься там. И поэтому прошел такой период, вот они все попали вот в такие психические особенности, стали выявляться. Но сейчас многие школьники, как вот у нас приезжала Миша Анатольевна, читала лекцию, она говорит о том, что современные дети в школу ходят зачем? Первые учатся, ну, нормальные дети учиться ходят. Вторая группа ходит тусоваться, пообщаться с одноклассниками. Ну а третья просто провести время, потому что сейчас очень многие ходят тусоваться. Сейчас 4 экзамена ЕГЭ сдаем, они к репетиторам ходят, да, вот занятые. Поэтому вот это тоже как раз относится к тем моментам, что занятости бывают очень разные. Поэтому психические особенности человека, они вот родители раньше выявляли, воспитатели и так далее. А еще фанатичность, да? Следующий момент – это влияние сложившейся ситуации. То есть скучно ему, устал, все надоело. Стресс у него, да, безысходная какая-то, сильное эмоциональное возбуждение, озабоченность, низкий уровень осведомленности, отсутствие опыта поведения, дефицит времени и какие-то, ну, мало времени для принятия решений. Это влияет на ситуации, тоже может способствовать. И состояние здоровья и заболеваний. То есть он там не доел, не допил, наркоманом стал, не выспался и так далее, тоже влияет на уровень внушения. Ну, характеристики какие в эффективном внушении: это, конечно, целенаправленность, определение объекта внушения, некритическое восприятие информации объекта внушения и вызов реакции действия на то или иное. Манипулирование напрямую связано с рекламной деятельностью. Да? И вот здесь я почему говорю, что связано еще с нашей с вами методической особенностью, потому что элемент вот манипулирования можно использовать и в своих целях. Реклама товара. Сейчас у нас же общество вот, потребления, общество потребления. Сейчас невыгодно делать, есть у Толстого, Льва Толстого, есть такое там произведение, где он говорит: этот диван выдержало 5 поколений Толстых. Раритет, посмотрите, 5 поколений Толстых. Сейчас невыгодно производитель делать диван, чтобы 5 поколений выдержало, чтобы оно через год, ладно, там, через год, потому что чтобы человек шел и покупал новый диван и так далее, и так далее. Поэтому это очень важно. Второе, это тоже реклама, но политическая пропаганда. Потому что мы, сейчас, вот, вы знаете, 18 марта у нас выборы. Наша задача, товарищи, коллеги, учителя, прийти проголосовать. Да? То есть за кого голосовать решает каждый сам. Но явка, что была, потому что в этом отношении
Я считаю, когда сам пришел, ты, там, чтобы меньше подтасовки было, это тоже один из элементов. Ну, я так думаю, что президент там уже известен, поэтому на выборы прийти необходимо. Да? Давление межличных отношений, это тоже является одним из элементов рекламы. Ну и, конечно, манипулирование отношений между государствами. Посмотрите, как у нас расписывают, да, Корею с ее ядерной пропагандой, да? Как нас расписывают в других странах мира, да, как воспринимает Россию и так далее, да, потому что люди приезжают сюда, искренне удивляются, у вас оказывается так, там, так далее, потому что пропаганда там очень активно, не совсем позитивная в нашу сторону. Вот социальная реклама, пожалуйста, да? Сейчас же активно занимается. Вот, например, мне очень понравилось, все-таки штрафы, они очень хорошо помогают. Например, буквально сколько лет назад мы были в Монголии, там буквально на улицах ходили, народ курил, там бросали окурки и так далее, так далее. В этом году вот мы ездили в Монголию, там в командировку. Никто по улице не ходит, не курит. Чисто стало выливать. Я спрашиваю, как так? Они, знаете, какие бешеные штрафы? Вот у нас тоже, видим, пока штрафы, у нас же тоже сейчас штрафы ввели, все-таки, по крайней мере, пьяных водителей стало гораздо меньше. Все-таки штрафы, они тоже играют большое значение. Мне рассказывали, как в Японии борется с курением. У нас один ездил в Японию, полгода жил, и приехал оттуда не курящий. Такой весь беленький, свеженький, такой аккуратненький. Мы спрашиваем, что такое. Он говорит, там нельзя курить, где попало. Там очень, везде запрещено курить. Там нельзя 10 метров от школы, там 10 метров. В общем, в принципе, получается, нигде нельзя. В транспорте нельзя и так далее. У них есть такое понятие. За городом, в каком он городе был, Саппоро или где-то, есть площадка. Надо, говорит, поймать такси. Приехать, потому что транспорт туда не ходит. Только на такси. Специально огромная, говорит, площадка. Там есть беседки, есть, говорит, столики, есть, говорит, эти гамаки, есть кресла. Но я, говорит, сел в кресло, закурил и чувствую, что ощущение-то... Мы же как курим, между делом ощущений нету. Я посчитал по деньгам, сколько мне этот выезд обошелся. Там еще за эту зону еще тоже приплатить надо. Он сказал, в общем... Лучше не курить. Лучше не курить. А полгода прошло, он и забыл. Вернулся в Россию и такой, говорит, ой, правда, говорит, хорошо. То есть, получается, в разных странах воюют по-разному. Но сам, вот нас тоже активно борется. Но вот посмотрите, пожалуйста, примеры, да. Вот социальная реклама тоже, да, которые мы видим все время на экранах, и вот зубов пока нету, то есть брат с сестрой, они меня понимают. То есть некоторые рекламы тоже трудно понять, что они имели в виду. Вот посмотрите, кого выращиваете. У нас же появились новые праздники, которые нам не присущи. Хэллоуин, великий бурятский праздник День Святого Валентина, да? Я сама это придумала для того, чтобы продажи росли. День Святого Валентина, там количество подарков увеличивается в разы у них, там, цветов и так далее, да? Значит, вот, пожалуйста, пример того, что это не наш праздник. Ну, что делать? Мы все это отмечаем. Скоро день сурка. Способ защиты от манипулирования. Это очень важно. Первое, во-первых, понимать, что нас все время манипулируют. Вот это понимать, и где-то можно поддаваться, вот, например, позитивной манипуляции, почему бы не поддаться, да? А уже, конечно, надо контролировать систему, да? Ну и посмотреть, как та или иная информация влияет на наше сознание и на наше поведение, на наше здоровье. Отделять себя от информации, сравнивать информацию, полученную из разных источников. Это вот чисто вот такой важный элемент, и надо школьников с раннего возраста учить, сравнивать информацию. Где, как, что, почему, потому что... и найти альтернативное удовольствие, чтобы было связано не с тем или иным товаром, да? Вот, пожалуйста, противное манипулирование – это сохранение единства, неповторимости мира в разнообразии. Да, мы разные. Но мы в любом случае одинаковые, есть у нас очень много общего. Как у нас вот сейчас приехала дама из Калининграда, у нас были чтения Вернадского, вернее, региональный тур всероссийского конкурса чтения Вернадского, к нам приехал эксперт из Калининграда. Ну, ее командировала движение исследователей. И совсем с того края Европы, да, она не была дальше Москвы, в эту сторону она нигде не была. И она, вот, конечно, вот фразу, которую даже она сказала, она говорит, вы знаете, говорит, я, говорит, вышла, говорит, посмотрела, а люди-то везде одинаковые. Ну, ее, конечно, поразило, то есть она никогда в таком количестве азиатов раз-то не видела. Да, такая, люди-то одинаковые, а потом она, что мне очень понравилось, она все новые слова записывала, какие там у нас используют. Она говорит, вроде русские слова, а я говорю, у нас же еще сибирские же есть.
да, сибирский диалект есть, особенно для Забайкальского края характерно. Поэтому вот это тоже для нее было очень интересно, что русский язык вроде русский язык, но некоторые вещи вот ей непонятны на русском языке. Поэтому манипулирование – это очень важный элемент, который вы должны, куда нажимаем? Который вы должны понимать и использовать в своем учебном процессе. Так, ну и последний слайд, который сегодня я вам хотела показать, это работа с родителями. Работа с родителями. Потому что мы уже сегодня начали этот момент во время работы, потому что когда вводился курс ОРКС, вы должны понимать, вы знаете, да, что он введен постановлением Путина, Медведев тогда был президентом, да, курс ОРКС, когда вводился в школы, по-разному воспринимали этот курс. Вот здесь, вот в соседнем корпусе, тогда еще это корпус не был построен, был большой круглый стол. Туда пригласили всех священнослужителей, которые у нас есть в Республике Бурятия, пригласили учителей, в основном были учителя начальной школы, потому что им предполагалось вести этот курс. Были методисты, были ученые. И вот там обсуждали эту проблему, и больше всех было православных. Русская православная церковь проводила этот круглый стол, они пригласили специалиста из Москвы, он читал доклад о том, что сколько, кто выбрал и что это за предмет. Во-первых, конечно, задача это была знание, потому что все, что происходит у нас в мире, происходит от незнания. Знание ситуации, знание отношений к процессу, знание о том, что есть хотя бы разные религии с раннего возраста, это уже хорошо. Второй посыл, который включался, это, конечно, морально-этические нормы и ценности, которые мы тихонько теряем в нашем обществе. Ну и в-третьих, там решалось, в каком классе это вести. Встает кто-то из учителей и говорит, в 4 классе они еще не определились, кто они до конца-то. Не знаю, тут еще придет учитель и будет, вот, ты буддист, изучай буддизм, ты православный, изучай православие. Он еще не осознал себя, кто он человек, поэтому мы считаем, что это не столь этично. Кто будет вести? РПЦ говорит, мы готовы вам оказать помощь, там, так далее, так далее. Значит, Лама сидела, чем, мне кажется, даже он не в курсе об этом предмете. И тут, конечно, начались вопросы. Ученые спрашивают, что будет в содержательном вопросе. РПЦ спрашивает, кто будет вести, а учителя спрашивают, кто, это же 1 час? Это 1 час в неделю, то есть это получается плюс дополнение к какому-то учителю, потому что если бы было бы, например, полноценный курс, тогда можно было бы готовить учителей под эту программу, да? То есть, а тут же, получается, к начальной школе надо этот курс читать, поэтому вот это, конечно, вопрос до сих пор остался таким открытым. Вот я так провела небольшой анализ, за 2017 году только 3% идет учителя истории. В основном идут учителя начальных классов. И им это хорошо, потому что еще плюс все-таки 1 час, да, в надбавку и работать со своими же детьми. То есть те, которых ты знаешь, которых понимаешь, и поэтому, с которыми ты можешь душевно поговорить. Поэтому вы должны провести собрание с родителями, чтобы вы должны определить, но для этого нужно, вот посмотрите, как относятся родители сейчас к этому курсу ОРКС. 87% оценивают все-таки введение курса положительно. Потому что, приходя после этого курса, школьники, если вы настроите его на позитивный ряд, он разговаривает с родителями на эту тему. Многие родители же порой даже не знают, о чем думает твой ребенок. А тут, там, например, про добро и зло. Приходит, он спрашивает, мама, давай поговорим, обсудим и так далее. Да? 59 говорят, что это способствует расширению кругозора школьника. Он читает притчи, читает там Библию, смотрит какую-то литературу, книги смотрит. 46 считают, что это формирует уважительное отношение к традиционным российским религиям и религиозным организациям. Это тоже очень важно, потому что толерантное отношение к ситуации, оно расширяет возможности вообще человеческого мозга и так далее. 44 возлагают надежду на духовное и культурное развитие своих детей средством нового курса. Но это, конечно, те родители, которые мало занимаются своими детьми. Ну и 33% возлагают надежду на повышение нравственности детей. Мы потому что очень часто о многих вещах с детьми не говорим. Мы считаем, что так и должно это быть. Что вот, а потом выяснять, ой, я же ему этого не говорила, я же мы с ним. Поэтому вот современные дети, мы предыдущую там презентацию смотрели, мы с вами говорим о том, что современный ребенок отличается от ребенка, который был в прошлом веке. От нас с вами отличается очень, очень сильно, потому что у него очень много потоков информации. Вы обращали внимание, вот когда рождались дети, вот, когда-то, в прошлом веке, в 20 веке, их так берешь на руки, у них такие бессмысленные глаза, такие они, все там, до 3 месяцев такие лежат, ничего не понимают. А сейчас сразу глаза такие, еще их одевают в эти, как? В ползунки, они же из
из роддома выписывают уже Да. этих-то пеленали-то. Руки-ноги, чтобы не дай бог. А эти в ползунках же выходят. И, соответственно, у них какой-то осмысленный взгляд, и мне кажется, они такие быстрее все стали делать. Потому что, да, развитие гораздо быстрее пошло. То есть это же здесь уже сказывается отношение вот этого цифрового пространства, которое происходит. Поэтому, когда мы говорим с детьми, надо с ними очень конкретно разговаривать. Что-то понимать их отношения, потому что иногда ты искренне удивляешься, оказывается, они на эти вещи совсем по-другому. Но, однако, 18% все-таки родители опасаются, что возможно принудительное навязывание религии. У нас все-таки очень многие родители, пошедшие детей в школу, они атеисты. Атеистов еще очень много на стране, да? 37% видят в новом курсе дополнительную нагрузку на школьников, а 3% опасаются возможного формирования замкнутых групп по этническому и религиозному признаку. Тоже есть такие опасения у родителей, да? Как относятся к курсу школьники? Ну, 77% курс понятен. 84% курс просто интересен, да? 79% обсуждают дома с родителями в школе задания, темы получают помощь, выполняют домашние задания. 74% и 8% хотят продолжать в 5 классе в течение выбранного модуля. Сейчас, когда пришла к власти, неправильно выражаюсь, сейчас, когда стала министром образования Васильева, она имеет отношение, у нее тема диссертации с религиями. В принципе, сейчас новая концепция будет выходить в этом учебном году о развитии вот этого курса. То есть курс старших классов будет выводиться во внеурочную деятельность. То есть, в принципе, на протяжении, чтобы то, что заложено вот в курсе ОРКС, двигалось дальше во внеурочной деятельности. Часть часы ведут, наверное, немножко в историю, там немножко все-таки, хотя в истории мы говорим о религиях на протяжении процессов, когда происходит. Поэтому, в принципе, думаю, есть место быть, потому что когда-то я поначалу была очень отрицательно к этому курсу относилась. Я считала, что это неправильно, как вот основа семейной жизни, что это курс, который очень достаточно интимен, очень сложен для восприятия. Но сейчас я считаю, что, в принципе, я думаю, он имеет место быть. 79% обсуждают дома с родителями, что тоже очень хорошо, тут повод разговора с родителями. 78% хотят продолжить. Однако 20% не понимают текст учебника. Новые понятия не понимают. 6% им скучно. 13% курс был неинтересен. 96% высказали пожелание поменять изучаемый модуль. То есть то, что изучали, как правило, им было не очень интересно. Вот, например, вот когда началось изучение курса, да, в 2009 году, я думаю, что хорошо возрождать в наших детях какую-то духовность, которую многие в нашем обществе уже лишены. Мы, родители, не всегда знаем, как воспитывать детей, то, что нарушать духовные законы, духовно нарушать нельзя. И я рада, что введен этот курс. Я очень довольна, что наши дети будут учить культуру народов, их религион. Пожалуйста, выписка из протоколов. Поэтому вам необходимо перед началом, вот сейчас в мае, лучше провести где-то в апреле первое собрание, чтобы они стали думать. То есть вы в апреле проводите, говорите, вот, дорогие коллеги, родители, нам введение нового курса, который делаете презентацию, вот такие-то модули, вот такие моменты, такие аспекты. Ваша задача выбрать, но вы учтите. Тут же сразу делаете уже презентацию, что вы не можете, если они выберут не все классом, учителей очень трудно подобрать, там, так далее, так далее. То есть, вот все выкладки им сказать. И сказать, вот такого-то маем проводим собрание, должны уже прийти с этим. А до этого провести маленькое анкетирование. До первого собрания анкетирование провести с родителями, чтобы они уже пришли на собрание с вами мало-мало подготовленными. Анкетирование провести, да, то есть вот это, что вы понимаете под курсом ОРКС, там, считаете его нужным или не нужным его введение, какие элементы вы хотели бы, чтобы ваши дети узнали больше. Должно быть обязательно в анкетировании такие слова. Готовы ли вы сотрудничать при изучении темы? Потому что где-то обязательно вот в анкете написать, что ОРКС это совместное изучение предмета. Это предмет отличается от других тем, что всегда будет нужна ваша помощь. Потом анкетирование провели деткам, потом назначайте собрание. И по анкетам уже поработали, сказали, вот родители, мне очень приятно, вот то-то посмотрели, то-то сделали, вот это все хорошо. Но вот есть, остались у нас вопросы. Потом вы делаете протокол родительского собрания, чтобы там они голосовали у вас. Это в мае вы должны сделать. Потому что в любом раскладе, когда что-то начнется, что-то какому-то родителю не понравится, что вы изучаете в тематиках, там говорится, да, он может прийти с вами и сказать, ну вы извините, вот принято было единогласно. Потому что вот, конфликты бывают, когда еще приходит новый школьник. Вот он приехал, сейчас у нас, например, же, в 4-й школе уже очень много учатся детей мусульман, да, которые ислам проповедуют, да. Поэтому приходящий школьник может сказать, я хочу вот такой предмет. В принципе, по закону он имеет право один даже изучать. Вот что. Поэтому ваша очень такая должна быть гипергибкая политика. Дистанционно может изучать или нет? Нет. Это же 4-й класс.
это маленькие дети. Тут вот нужно индивидуальное обучение. Поэтому, ну, в принципе, в московских школах себе позволяет такое. В городских школах тоже, наверное, можно это сделать. Но пока у нас таких прецедентов не было, не будем создавать. Так, ну, ребята, многие. И еще самое главное, что необходимо сделать. Вот для того, чтобы у вас потом не было никаких проблем с РКС, вы в мае приняли, вот в мае вы принимаете решение, что РКС, потому что вам нужно закупить же учебники же еще под это дело. Вы закупаете учебники, исходя из того, что вы выбрали дети. Вернее, выбрали родители. Но, как правило, надо наставить, чтобы вы выбрали основы светской этики. Прям показать, для этого, смотрите, что вы должны сделать. Показать, вот сфотографировать там на презентации все содержания этих модулей. Как раз вот сейчас по модулям вам говорят же, видели же учебники, да? Все содержания. И вы обратите внимание, что все эти учебники писали все равно единым коллективом авторов, по единому заданию. И там вот как раз вот тема 20 золотое правило нравственности, во всех параграфах тоже там идет про нравственность. Добро и зло, во всех религиях добро и зло. Поэтому как раз вы увидите, что в принципе, чтобы родители увидели наглядно, какие имеют отношения быть. Потом, когда вы начинаете процесс, вам нужно будет на первом этапе, в конце перечета провести собрание с родителями, вот именно по курсу РКС. Тоже опять им дать анкету, при этом... После первой четверти. Да, желательно после первой четверти обязательно пройти. Туда у вас будет 8 уроков всего лишь. Это раз в неделю уже 8 уроков у вас пройдет. То есть вы сами в тему войдете, с детьми там поговорите, потому что ОРКС, вот мы сейчас будем говорить с вами про активные уроки, очень хорошо вписывается в эту систему в ГОСов. Можно делать проектные задания. И прямо можно в конце четверти сделать такое проектное задание, чтобы дети прямо перед родителями хорошо отчитались, показали высказывания ребят по поводу того, что интересно им или неинтересно, и тут же анкетирование родителей. Чтобы к концу вот, в изучении РКС у вас тоже был такой небольшой материал, который вы можете любой комиссии сказать, вот у нас были такие мероприятия, вот результат, и вот в принципе курс РКС, потому что там оценки же не ставятся. У вас должен какой-то быть наработанный материал о вхождении каждого ребенка в этот курс. То есть как-то в этом... Здесь очень можно, браненько можно связать с личностными результатами. Вы же все равно их знаете, это ваши детки же, те, которые с первого класса с ним изучают. Вот, пожалуйста, такие можете маленькие им этот дать. В принципе, можно дать начало предложения, пусть не заканчивают. Маленькие же они еще. Или вопросы, варианты ответа для школьников. Сложно давать. 3 вопроса достаточно, 3 предложения, 4. Но, по крайней мере, вы увидите их отношения. Если им совсем не нравится, они все равно вам напишут. Это пока, то есть закамуфлировать так ответ. Это очень важно, потому что потом это движение вперед, надо или не надо, это очень важно. Поэтому следующее, что еще должно быть работать с родителями. Получается, родительское собрание вы должны минимум хотя бы 2 раза по РКС с ними провести. Именно посвящено РКС. Сейчас техника движется вперед, можно кое-что заснять, родителям показать на собрании, как их дети. Потому что вот сколько разговариваю с учителями, которые ведут РКС, там достаточно очень интересно то, что дети в процессе РКС, они раскрепощаются. Вот на математике, на химии, на русском как-то нет. А здесь ведь вы говорите о добре и зле. Там есть специальный параграф, говорящий о подругах, друзьях. Есть специальные параграфы, где вы там говорите об отношении к старшему поколению, к взрослым, да? И они прямо вам рассказывают, говорят, поэтому и вы их с другой стороны можете увидеть. Самое главное, вот здесь очень важно вот такое, вот я еще раз говорю, когда будете РКС, вот один из элементов, первое, это то, что вот образовательная среда, литературу, вот притчи принести, да, чтобы они притчи читали. Притчи маленькие, чтобы они были, все равно и я же вам сказала, что притчи, когда человек читает текст, он не сразу воспринимает. Притчу прочитали, прям с каждым словом, что обозначает, как ты думаешь, там, и так далее. Потому что притчи тоже библейские, написаны не совсем русским языком, на там словарный. А это все метапредметность. Это все та форма работы, которая нам позволяет потом приучить их работать с текстом на любом другом предмете, на той же математике, на том же русском языке. Поэтому вот здесь должны соотнести вот эти все вещи, которые должны в этом отношении играть. Поэтому вот здесь я думаю, что очень важно, и очень многие вот методисты этому курсу предназначения в том плане, с точки зрения воспитательного, что несется вот такая какая-то ситуация. Вот здесь вот картинка, да, первая вот в углу наверху. Дети работают с текстом, здесь с учебником работают, да?
Ниже это у них образовательная экскурсия, виртуальная экскурсия. Да, вот, например, по церквям, да, вот все церкви собрать, посмотреть, как они выглядят. Потому что, посмотрите, любое религиозное здание, оно имеет свои оттенки. Как купола церковные влияют, в дацанах какие, да, какие крыши, да, даже можно по крышам работать. В мечети, тем более, все это у нас с вами в Бурятии есть. А вот последний кадр, это дети смотрят кино. Любой фильм, который близок вот такой имеет отношение, ну, весь конечный фильм не посмотрим, хотя бы фрагмент можно будет посмотреть. Поэтому вот я считаю, что работа с родителями должна быть очень плодотворной. И, кстати, можете, вот мне очень нравится, в американских фильмах часто показывают, когда приглашают родителя в школу, и он рассказывает о своей профессии. Да, там. Очень часто такой вид. Мы же в школу так не зовем родителей. У нас вообще, ну, может, вы в школах зовете. Просто я тоже мать двоих детей. Мои дети учились, правда, одна успела быть октябренком, уже пионерка не успела, да. Но вторая недавно закончила школу. И как-то вот мало вот это происходило. А вот с такими, почему вам во время уроков не приглашать родителей? Вот видишь же, 30 уроков у вас. То есть каждый родитель один раз на урок ОРКС может прийти. А вам-то какое удовольствие-то? Родитель пришел, вот свое отношение к религии, там, к этой теме обсудили, поговорили. Потому что иногда из уст другого человека дети воспринимают информацию гораздо лучше, чем из уст ваших. Я все время вспоминаю, как вот мы работаем в ВУЗе, мы себя считаем, ну, кандидат наук успешный, встретили однажды одного студента, он спрашивает: вы до сих пор работаете в ВУЗе? Вы же так-то нормальный человек. Вы до сих пор в ВУЗе, что ли? Вот так-то нормальное вроде бы, понимаете? Вот это ощущение, вот я никогда не забуду того, что они воспринимают, что как это здесь можно. Поэтому многие студенты нас воспринимают так, вот и школьники тоже воспринимают. А родитель пришел, такой, они же сейчас молодые же. Это сколько лет дети пошли в школу, да? Там, ну, какой год-то вот сейчас, да, учится? Вот, пожалуйста, он молодой пришел, рассказал, и как-то вроде бы, ну, с родителями тоже надо поработать предварительно, чтобы что попало, то он не устроил вам во время урока, потом сами будете пугаться от того, что он сказал. То есть они сейчас относительно молодые же, правильно? Поэтому вот это тоже надо момент испортить. Поэтому родитель ваш первый помощник на уроке. И когда вот вы сейчас будете делать золотое правило, урок смотреть, да, вы смотрите, как можно привлечь родителей к этому вопросу. Какое задание вы дадите школьнику наперед с родителями? Значит, работа в первом ключе это собрание, привлечение родителя на урок. Третье это привлечение родителя к работе с домашними заданиями и привлечение родителя к написанию там всевозможных работ. Вот это будет замечательно. То есть в других предметах мы такое себе в активной форме не можем позволить, потому что там, ну и так родители, конечно, помогают. Сейчас современные родители помогают, там сами, мне кажется, уроки делают больше, чем дети. Как-то вот я вспоминаю, в наше время такого не было. А сейчас прямо этот сайт создают группу, в Вайбере создают группы, там это все переписывается, но техника продвинулась вперед. Поэтому вот это те моменты, которые я считаю очень важны для предмета ОРКС. Вопросы, замечания, предложения. Я смотрю, некоторые там успешно подремывают. Знают они, кто подремывает. Ага. Поэтому, значит, задание у нас с вами есть. Значит, задание у нас с вами теперь не до пятницы, а до завтра, да? Не, до послезавтра. До послезавтра задание. Значит, смотрим урок, разрабатываем и как раз будем проектировать. Хорошо? Вопросы есть?